Toplar gürültüsüne koşalıp yaz kildi. Yazarız. Субботнее утро в семье Сабирзяновых начали с татарща диктанта. Если Дина пишет его уже 5-й раз, супруг впервые. Все потому, что в этом году у диктанта новый формат – онлайн, и не нужно никуда ходить. Не каждый человек способен выкроить время, чтобы прийти куда-то поехать, так как работа, семья. А в выходной день дома можно как-то все равно выкроить хотя бы полчаса, поучаствовать. Ровно в 11 часов дня татарща диктант начинают писать повсеместно. Онлайн-платформа, каналы ТНВ Татарстан и ТНВ Планета. За перо взялся и генеральный директор канала Ильшат Аминов. А те, кто не хотел оставаться дома, писали в КФУ. Организаторы рассчитывали, что в здании КФУ татарща диктант будут писать порядка 150 человек. Но желающих оказалось намного больше, поэтому пришлось ставить даже дополнительные столы. Мы пришли пораньше, поэтому будем писать диктант со всеми. Нам интересно с вами вместе диктант писать. Это для себя проверять, как мы пишем. Кто пришел, тот, значит, искренне об этом думает, заботится, переживает и пытается внести свою лепту. Здесь люди собрались не потому, что нужно, а потому, что они хотели этого от чистого сердца. И здесь собрались, мне кажется, патриоты. Ожидалось, что в этом году к акции присоединятся более 100 тысяч человек. Это и другие регионы и страны. Тексты диктантов приурочены к 75-летию Великой Победы. Авторы отрывков – писатели, участники Великой Отечественной. В Татарстане это Ибрагим Гази, в регионах Наби Даули, в странах зарубежья Авзал Шамов. Москва. Татарский культурный центр. Желающих проверить свои знания родного языка так много, что участникам приходится сидеть по двое. Татарща диктант стал чем-то связующим между московской молодежью и старожилами. В моей семье все говорят на татарском. Мои дети будут говорить на татарском, хотят они того или нет. Татарский язык один из самых певучих, один из красивых, один из таких очень живых языков. Татарща диктант пишут 5-й год. В прошлом году здесь с ним на отлично справились 2 человека. В этом году отличники не пишут, а сами диктуют. Татарша харфлярны блям немножко, потому что каникулы ауылга бабушки с дедушкой ездила, а олар татарский школда оқилары, подругалар, поэтому букваларны блям. 100 тысяч человек – это 62 региона, 30 стран. В Казахстане, к примеру, чтобы написать диктант, кому-то пришлось современный татарский переучивать со старо-татарского. Изучала старый татарский язык, но арабскими буквами. Увидела ролик, татарский диктант идет на кириллице, но захотелось поучаствовать. К слову, можно было и не переучивать. Были те, кто татарща диктант писал и арабской вязью. К примеру, Базарбай Бекчентаев. Татарин из Китая, так его знают в республике. деп ойлаймын, харап иероглифтары бойынша татарша язулар язды. Мы не определяем двоечников или отличников, или кто как знает грамматику татарского языка. Очень важный смысл данной акции – это неравнодушие людей к данному делу. Писали все. Главное здесь не ошибки и не оценка, а возможность стать частью большого события, которое на 1 час объединило весь татарский мир. Алия Хайрудинова, Дина Газалеева, Ренат Сафин, Александр Ярошов, ТНВ. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттүреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.